Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Сегодня первая тренировка, и, как видите, погода, как это и должно быть в российском футболе, мягко скажем, санкт-петербургская. Ветер, холодно, бразно, льет дождь. Но в таких условиях нашим ребятам придется готовиться, потому что в этих же условиях готовится и главная футбольная команда Республики Башкортостан, футбольный клуб Уфа. Сейчас Евгений Николаевич и тренерский штаб дает первые указания на первой тренировке. Можно послушать, это интересно. Значит, в центральном круге будут индивидуальные технические действия с мячом выполняться под команду тренеров. Слушайте внимательно и выполняйте их задания. Участники еще не до конца понимают, что их ждет. Поначалу атмосфера напряженная, хотя и на лицах тренеров нет особого энтузиазма, но это только в первые минуты. Кто слабое звено? Играем за себя и за Олесю! Кому не хватает мотивации? Это нечестно было. Первая двусторонка покажет пробелы. Футбольное поле почти как плац, либо строевым шагом, либо бегом. Подарок друга. Сделано от чистого сердца, скрипов в душе у меня нету. Участие в проекте – презент на день рождения. На десерт – суперсет. Смотри-ка, какая заруба идет, а? Тренерский штаб испытывает на прочность реалистов. В грязи еще все. До главного матча дойдет не каждый. Кто покинет команду после первой тренировки? Реальный футбол, реальный шанс играть с командой премьер-лиги. Проект организован при сотрудничестве телеканала БСТ и футбольного клуба Уфа. Вначале желающие заполнили анкеты в интернете на сайте Баш-Ньюс или на официальном сайте Уфы. Сотни человек решили воспользоваться этой возможностью. Заявки поступили не только со всей республики. Из Казани, Сургута, Нижневартовска. Но на отбор по решению тренерского штаба пригласили чуть более 3 десятков. Осталось 20 человек, которые прошли медосмотр в предыдущей серии. Вообще, это отличная возможность окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя как в детстве, в этом котле повариться, и примерить на себя возможность футболки в ФК Уфа и ощутить игроком на этом поле большом. У ребят отношение к проекту едва ли не более ответственное, чем у организаторов. Шутка, конечно. Но отобранные участники действительно относятся серьезно. Причем один из них свое место в команде решил подарить в прямом смысле слова другу. Глеб Гес и Руслан Гайсаров отправляли анкеты, но отбор прошел только Глеб. И тогда он решил сделать подарок своему другу. Это сделано от чистого сердца, никаких скрипов в душе у меня нету. И ему приятно, и мне приятно то, что он будет здесь участвовать, так как давно хотел. В пятницу он мне позвонил, то есть объяснил так и так. Я, говорит, меня взяли, но я твое место подарю тебе. Это мой подарок на день рождения будет. Конечно, я не ожидал, мне очень приятно. Еще вас поблагодарю. Глеб, спасибо большое. Сейчас надо будет доказать ему, то есть, что не зря. На первой тренировке задача весьма элементарная для команды, которая должна дать бой мастерам. Поддержание физической работоспособности и совершенствование индивидуальных и групповых технических действий. Сначала в центральном круге отрабатывается ведение и дриблинг. Сначала надо добиться точности, а потом уже прибавлять в скорости. Не жарко и не холодно, в принципе, бегаем, работаем. Погода, в принципе, не важна на футбольном поле. И в этом есть своя правда. Мы же не рожь с гречихой выращиваем, а футболистов. Но вернемся к тренировке. Классическая разминка. Ее проводит Наиль Хабибулин. Воспитанник Нефтекамской школы футбола Наиль Хабибулин большую часть карьеры провел в Башкортостане. Игроком выступал в составе уфимской команды, которая пробилась в футбольную национальную лигу. Это второй по силе российский дивизион после премьер-лиги. Это Наиль Хабибулин, самый гибкий экс-футболист футбольного клуба Уфа, самый быстрый, самый гибкий, самый харизматичный. Не он, конечно, но первые 2 качества очень важные для тренера нашей команды. Видно, что большинству участников занятия даются с трудом, но никто не сдается. Послушайте дыхание одного из ребят, Александра Усманова. В надежде получить искрометные эмоции мы повесили на него радиомикрофон. Но, увы, ничего толкового мы не услышали. Кстати, он говорит, что тренировка не самая тяжелая сегодня. Ногами. Наиль, есть на твоей памяти профессиональный футболист, который не умеет набивать мяч?
Даже не могу вспомнить, если честно. Слушай, ну значит нет, скорее всего, да? Скорее всего, нет. В этот ненастный день веселит разве что Олеся. Она старается, но видно, что совсем не переживает из-за нечеткого дриблинга. Боюсь, она даже не знает этого слова. Получается у всех, кроме Олеси, которая руками себе помогает. Ну, давайте ей сделаем скидочку. У нее еще все впереди. Не факт, что в этом проекте, да? Не факт, что в этом проекте, да, возможно, в другом. Но самое главное, что ей повезло в любви. Но я об этом тоже не знаю, кстати. А я тебе говорю, Нель, запомни об этом. Запомни до конца проекта. Я соглашусь, что выгляжу, наверное, комично, но я научусь. Женщины, они быстро учатся. А еще, знаете, у меня есть примеры. Это «Сержант Джейн», да, или «Майор Джейн». Помните известный фильм? Мне кажется, наверное, любая девочка в детстве посмотревшая хотела бы такой вот. У меня прям создалась эта обстановка, я очень рада. Ей не привыкать к революции. В Уфу переехала из Магнитогорска, по любви. С молодым человеком расстались, а вот со столицей республики нет. А потом учитель истории по образованию решила кардинально поменять деятельность, став блогером в 2015 году. Айфоны для слабаков. Я себе пойду сразу куплю планшет. Купила планшет и скачала приложение и решила, что теперь я буду вести Инстаграм. Так хобби превратилось в работу. Я не стесняюсь позиционировать себя такой, какая я есть. Ну, конечно же, фильтры, да, я использую где-то немножечко фотошопа, но мы же все девочки и любим себя подать красивым. И это ей действительно помогает. Олеся – бизнес-тренер по направлению продажи и мотивации. Не было проблем крикнуть «эгегей» и пошли делать, и люди идут делать, потому что видят мой энтузиазм. Это работает. Но, несмотря на внешнюю легкомысленность, Олеся ставит перед собой амбициозные задачи. Участие в проекте «Реальный футбол» не исключение. Я хочу набивать и левой, и правой коленкой по 10 раз. Посмотрим, что выйдет. Единственное, головой бить по мячу – это больно. Возьмитесь за руки в двоечках, оставайтесь в центральном круге, от вас 11 пар должно быть. Сань, ну возьми Олесю за руку уже, ну что ты? Меня наились. Вот так участники переобуваются. Но на самом деле это правильный ход, потому что в пятнашке гораздо проще сыграть с Наилем. Все перемещаются легко. А вот эти две пары вас пятнают. Кого запятнали, передают монетку. А что за романтики ходят? Он мальчик с девочкой. Стоят, спрятались. Это, пожалуй, самый необычный тандем в пятнашках. Еще в первой серии Ильгиз Аюпов, а если перевести на русский, Медведев, признался, что всю жизнь был неуклюжим. Ильгиз Аюпов, 1986 года, рост 182 сантиметра, вес 94 килограмма. Считает себя с детства неуклюжим, как медведь. Окружающие это подтверждают. Но он уверен, в футбол могут играть все. Простите, но это очень забавно выглядит. Как счастливые пары мужчин радуются тому, что их не поймали. Ну, они реально счастливые. И последние секунды идут. Вот последние две пары по 5 отжиманий. Это нечестно было. Далее отрабатываются технические действия в парах, прием и передача, отбор мяча друг у друга. Четче, сильнее передача. Не стоим после передачи. Передача, шаги назад. Снова передача идет, прием. Ноги постоянно работают, постоянно не танцуют у вас. Вот там вода есть, Наиля, это моя. Давай попьем. Это не снимай. И здесь начинаются первые откровения тренеров. Собранные игроки, мягко говоря, не радуют. По таким заданиям, по таким тренировкам сложно дать какую-то оценку ребятам, наверное, да? Конечно, понятно, что уровень подготовки начальный. Вот, А у кого-то первоначальный. первоначальный, да. Но вы с грустью об этом говорите, да? Конечно, хотелось бы иметь более квалифицированных исполнителей в команде. Слушайте, а может мы Дениса с Наилем тоже в состав Мягко введем? говоря. Нет, они тренеры, они должны управлять процессом, а не быть участниками.
На проект пришли по-настоящему большие любители, причем в прямом смысле слова футбола. Они приезжают на тренировки из других городов, отпрашиваются с работы у жен, девушек. Ради чего? Просто футбол – мечта всей жизни. Я сам подменился на пару часов, поэтому сейчас на смену убегаю. Кем вы работаете? Ну, я в больнице работаю, в 18-й больнице, медбратом. Я директор управляющей организации, то есть у меня своя организация, и могу в определенный момент на тренировки выезжать. Если сюда пришли, надо бороться до конца. Как бы не зря мы здесь. Врачи, директора, студенты. Футбол покоряет. Променять бензопилу на мяч, а кирзовые сапоги на бутсы решил и Нургиз Султанов. Из лесников футболисты. Такой вызов бросил себе уроженец Абзелиловского района. Хотели бы сами когда-нибудь стать профессиональным футболистом? Да, я мечтал с детства. Футболом увлекается с детства, говорит, что техника обладает неплохой. Да и с физическими данными все в порядке, но у тренера своя точка зрения. Кто слабое звено? Играем за себя и за Олесю! Первая двусторонка покажет пробелы. Футбольное поле почти как плац, либо строевым шагом, либо бегом. На десерт суперсет. Смотри-ка, какая заруба идет, а? Тренерский штаб испытывает на прочность реалистов. Грязищи все. До главного матча дойдет не каждый. Кто покинет команду после первой тренировки? Че, как сил-то есть? Нет, не умер еще. Нормально? Да, ну. Давай, я с тобой побегу. Ты не против, ладно? Просто побегу, мне мяч не надо, давай. Попробуй, да? Не-не-не, я все запарю. Ребят, закончили, подходим. Только разбежались, все закончили сразу. Это Хабибулин. Далее обязательная двусторонка. Ребят поделили на группы. Одни занимались с Денисом Ивановым, другие с Наилем Хабибулиным. От них уходят, тут же начинаем. Потеряли мяч, развернулись, посмотрели, а партнер отнимет. Ну, давайте чуть активнее. Простые футбольные истины. В обороне построже, покомпактнее, в атаке, наоборот, пошире. Уровень подготовки у участников разный. Это вижу и понимаю даже я, чего уж говорить о тренерах, соответственно, и команды разные по силе. У нас здесь в одной из команд Наиль Юлгильзин, наш БСТшный парень, а в другой Сашка. Сашка пока, конечно, дует жестко. Ничего у него не получается, ни в обороне не отрабатывает. Удар-то есть, но попасть не может. Вот может сейчас. И сейчас тоже ничего не получается. Ребят в манишках пока интереснее, конечно, играют. Желтый начало, желтый, желтый, желтый. Я, Виталий, понимаю, хочется мотикнуться, но здесь вы. Ну а кто встречает? Олесь, ты чего ждешь? Скажи, стоп, 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 стоп. Ты чего ждешь? Когда он наберет скорость, да, и прокинет, обыграть тебя, забьешь, что нужно делать? Отобрать мяч, Каким образом? ногой подбежать. Не знаю, может быть, как Саша Матросов, вот так, грудью на амбразуру. А? Ну попробуй, давай. Играем за себя и за Олесю! Давайте небольшую рокировку проведем. Сними, пожалуйста, манежку. Давайте, держи. И ты, пожалуйста. Игроки тренерам неизвестны. По ходу двусторонки начинают формировать и менять составы, подбирать амплуа. Антон Саранцев и Юрий Гелитов – очень серьезное усиление для команды. Давай, 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 дорабатывай. Кто идет? Давай, давай, встречаем, ребят. Ну, командная игра еще хромает. Ну, как бы... Ну, свои личные, индивидуальные качества. А, личные, ну, как бы бегаем, работаем. Работы много еще впереди. Да. А с этим никто и не спорит. И здесь непонятно, кому тяжелее, участникам или тренерам. Наставники все же привыкли работать с профессионалами. Поэтому зачастую приходится много и доходчиво разъяснять.
Ребят, ну нас обыгрывают, мы стоим, поворачиваемся. Вот то же самое и в атаке, в принципе. Потеряли мяч, развернулись, посмотрели, а партнер отнимет. Ну давайте чуть активнее. Простые футбольные истины. В обороне построже, покомпактнее, в атаке, наоборот, пошире. Тебе там прилетел один раз? Ну, бывает. Нормально? Нормально. Ты сегодня тащил? Как мог. Сегодня, может, тащу, завтра, может. Завтра не пойдет? Ну да. А кто любимый вратарь у тебя? Буфонище. Буфон. Не было желания в какой-то момент, что все, хватит, к чертовой матери, я валю отсюда? Нет, если что, пришли, надо бороться до конца. Как бы не зря мы здесь. Один из самых целеустремленных участников проекта – Денис Сабуров, 1996 года. Рост 182 сантиметра, вес 75 килограмм. Играет в футбол с 7 лет. Денис приезжает на тренировки из Стерлитамака, не пропускает занятий вообще. Такая возможность дается раз в жизни, как бы и грех не воспользоваться ей. Но обычно, чтобы на тренировку не опоздать, за часа 3,5, за 3, чтобы подготовиться, переодеться, размяться и играть. Его футбольная карьера началась в Стерлитамакском Садовике. Башкирский клуб, известный так называемым паспортным скандалом или делом Джиладзе. В 2004 году Садовик, как лидер второго дивизиона Урало-Поволжской зоны, должен был пройти выше. Но одного из игроков, Звиада Джиладзе, признали иностранным гражданином. И во всех матчах с его участием присудили техническое поражение со счетом 0-3. В результате Садовик боролся за место во втором дивизионе. Команда вышла в первую лигу на следующий год, но футбол в Стерлитамаке надолго не прижился. Кто знает, может быть, судьба Дениса Сабурова была бы иной, сохранись там клуб. Реальный футбол появился в его жизни только сейчас. Было огромное желание попасть, и это получилось. Далее жестокая челночная эстафета. Участников поделили на 4 команды. Эстафета на 5, 10 и 15 метров. Это упражнение на выносливость, мобильность, скорость, что просто необходимо на поле. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай. Проигравшие отжимаются. Футбольное поле почти как плац, либо строевым шагом, либо бегом. Далее беговая эстафета, а здесь проигравшие кувыркались. Приготовились. Оп! Смотри-ка, какая заруба идет, а? Ай-яй-яй. Здесь победа. Это жесть. Они 1,5 часа тренировались. Сейчас вот этот спорт, конечно, меня обстошнило. Ну и на десерт суперсет. Нет, не с роллами. В нашем случае прыжки из приседов вверх, отжимания, пресс, спина. Классика. Быстрее. Очень медленно. И так 3 круга. Еще 2. Первая тренировка самая тяжелая. В грязи еще все. Суперсет, так называемый, из 5 упражнений по 3 подхода. То есть последний рывок. Последнее упражнение было одним из самых сложных, для меня, по крайней мере. Тренеры следят за каждым участником. Задача собрать боеспособную команду, которая выйдет на поле против клуба премьер-лиги, очень амбициозная. Но Евгений Перевертайло, Денис Иванов и Наиль Хабибуллин приняли этот вызов. Поэтому требования к участникам строгие. И не все дойдут до главного матча в своей жизни. Селекция продолжается. И после этой тренировки реалисты не досчитаются одного из участников. Сегодня попрощаемся с одним из участников. Прежде всего, хочется поблагодарить его за ту самоотдачу, которую он проявлял, за то желание, которое его сюда привело. И сказать, что на этом жизнь не заканчивается, а будут еще другие варианты. Это Нургиз Султанов.
разрешить тебя поблагодарить, сказать спасибо и пожелать всего самого хорошего. Как думаете, почему тренеры приняли такое решение? Не знаю, не показал, наверное, себя. Ну, в принципе, ожидаемо было то, что кого-то уберут. Ну, то, что именно какую-то личность не предполагалось. Было даже некое ощущение, что, возможно, меня выгонят. Не знаю почему. Почему? Не знаю. Сложилось такое ощущение. А что, вы считаете, что вы не дорабатываете? Ну, в некоторых моментах бывает. Почему не дорабатываете? Не знаю, честно. Но я стараюсь. Насколько это не было бы обидно для всех моих одноклубников на данный момент, я считаю, что Нургиз не был самым слабым звеном в нашей команде. Я считаю, что это мог быть даже я, потому что я оцениваю свои возможности реально, но я считаю, что это несправедливо. Но не мне решать и обсуждать решения тренеров. Итак, проект закончился для Нургиза Султанова. Остальные участники продолжают свой поход и готовятся к встрече с Уфой. Даже я иногда начинаю сомневаться, но мы начали работу, бросили вызов. Идем вперед к матчу с Уфой. Смотрите в следующей серии. Конкуренция для Олеси или якорь команды? Почему-то не Бутсов. На следующей тренировке. Чем может помочь фитнес-модель любителям? Аккуратно. Двигаемся, двигаемся. Всех ждем. Тренировки усиливаются. Саша, прибавляем! С футбольного поля в тренажерку. Но ваши грудные сейчас больше, чем у Олеси будут. Это машина. Это машина. Это титан спорта. Кто рискнет переплюнуть Евгения Перевертайла? Взяточник в команде. Кто из участников готов открыто рассказать секреты своей жизни? Пытка космическим стулом. 3, 2, 1, все. Кто покинет проект? Вновь есть претенденты. Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.